Всех любителей велосипеда приглашаем стать участниками велодня телеканала «Якутия-24». 4 сентября вас ждут соревнования, начиная с беговелов, заканчивая шоссейной велогонкой на Кубок Республики на 100 километров. Онлайн-тестирование на знание правил дорожного движения, массовый велопробег по улицам столицы, награждение победителей и участников велодня. 4 сентября катаем вместе с телеканалом «Якутия-24». На призыв телеканала, как оказалось, откликнулось порядка 400 любителей велосипеда, но прежде всего стоит отметить соорганизаторов. Минспорт Республики, Упрдор Вилюй, Управление ГИБДД по Республике Саха. Не остался в стороне и республиканский Алмаз-Эргенбанк, который выделил призовой фонд ключевого события велодня – шоссейной велогонки на 26 километров в категории МТБ и на 100 километров в категории шоссе. Добавим, что в республиканском Алмаз-Эргенбанке действует свой велоклуб. Да, у нас есть шоссейники и немало. Для них погонять на скорости по хорошим дорогам – отличный повод испытать себя. Все участники собирались на площади Дружбы рано утром. Всем выдали номера, заполнили формальности и распределили по автобусам. Провели техосмотр всех велосипедов. В гонке допускались только исправные велосипеды. И было обязательно наличие защиты – шлемов. Автобусы, предоставленные Министерством молодежи и Минспорта, водителям и координаторам отдельное спасибо, домчали участников до точки старта, определенные совместно с Упрдором. Это граница Горного Улуса и 135-й километр автотрассы Вилюй. Серьезно? 55 будет старт. Построение. Мотивация просто старт.
Категория МТБ была скорее символической. Под философией гонки к столетию республики 100 километров по современным дорогам подпадала категория шоссе. Поэтому сегодня на них особое внимание. Было допущено 16 участников на шоссейных велосипедах, самому старшему участнику на шоссе Федору Кривошапкину 66 лет. На 135-м километре при содействии Упрдора и ГАИ был проведен финальный инструктаж. Состояние и технические данные дороги соответствуют проведению гонки, и, как оказалось, трасса гонки не менее интересная. Плюсом была погода. Организаторы вымолили шикарную погоду, но минусом был встречный ветер. У велосипедистов всегда так. Куда бы ты ни ехал, всегда ветер в лицо. Испытано на себе. Категория МТБ насчитывала 42 участника. Мужчины-ветераны от 40 лет и всевозрастная женская категория. Регистрация участников велась велосообществом. Учитывался результат предыдущих гонок, но много было и тех, кто просто решил попробовать себя. Для них организовали страховочную группу из автобусов сопровождения, которые в любом случае довели бы до финиша. Граница горного улуса – идеальное место старта. Все участники также получили инструктаж и с волнением ждали старта. Организация сопровождения гонки сотрудниками Упрдора оказалась идеальной. Это отметили все участники. Итак, ровно 11:01. Старт. Мы сняли гонку изнутри с камер наших операторов Николая Захарова и Петра Шестакова. Категория шоссе со 135-го километра стартовала чуть позже, в 11:10. Группу сопровождал Руслан Ачиров, поэтому у нас есть шанс понаблюдать за гонкой изнутри. Давайте просто полюбуемся на прекрасные осенние виды и понаблюдаем за нашими спортсменами глазами нашего специального корреспондента, который, к слову, сам тоже катает, поэтому знает, что и как снимать. Трасса гонки была не детской, сразу же крутые подъемы, которые отсеяли многих, даже именитых. В итоге основная группа составила 11 человек, которые продолжили борьбу. Ни пунктов питания, ничего не было предоставлено. Правила одни из самых жестких. Наиболее известной гонкой республики являются лосиные бега из Покровска в Якутск. Почему лосиные? Лосями традиционно называют самых выносливых и подготовленных спортсменов. Но сотка, заложенная в свое время при моем непосредственном участии при зарождении Дня велоспорта в республике, он, кстати, отмечается во вторую субботу сентября, соточка – это хардкор. Все участники это знают. Ноют лишь слабые, гонка продолжается. К слову, знаменитый раздетый велосипедист Леонид Иванов разделся буквально на старте. По его словам, он перегрелся.
Испытано на себе. Система подбора ослабших участников сработала на МТБ лишь несколько раз, но такие были. Основная масса честно доигрывала дистанцию в 26 километров. Тем временем на финише участников ждала судейская бригада во главе с Ильей Петровичем Макаровым, отцом-основателем велоклуба, главным судьей соревнований. Финиш лидеров гонки. Значительно оторвавшись от преследователей, первыми финиш пересекли Михаил Трифонов и Григорий Соловьев, колесо в колесо. За ними спустя некоторое время пачками начали финишировать остальные. Судьи засекали время всех, всем финишерам вручались сертификаты участника. В скором времени финишировали и наши операторы. Посмотрите финиш их глазами. Ну, мы сейчас находимся на 35-м километре федеральной автодороги Вилюй, где финиширует категория МТБ. Это расстояние 26 километров. Буквально на ваших глазах вот финиширует очередная группа участников. Сегодня было заявлено свыше 40 участников категории МТБ, 3 девушки в категории шоссе и шоссейная велогонка, она сейчас приближается, в ней проходит село Магарасы, кафе Джой, всем известное. Группа идет очень плотно, 5 отставших и получается 10 лидеров держатся в плотном пелотоне. И мы видим, как финиширует одна из участниц велопробега номер 68, следующая 28 из последних буквально сил. И как бы нехотя, не спеша 27-й. И наш оператор Петр Шестаков финишировал. Борьба за лидерство развернулась между Григорием, номер 80, и 82, человек, которого зовут Михаил Трифонов. Старт был организованный, но при старте, когда мы стартовали все, пошли плотной группой и как бы работали друг за другом спокойно, сил больших не тратили, но постепенно вот с Майклом начали вырываться вперед. Мы как бы думали, что сзади нас тоже группа работает. Работали и менялись друг за другом, и все, и постепенно поворачивали, смотрели, ребята отстают, а как бы у нас силы позволяли работать и держать скорость 30 км в час, и как бы и работали друг с другом, менялись, уставали, менялись, были силы, работали, когда действительно уже все, уходили, друг за друга прятались и продолжали. Ой, я благодарю Григория за то, что В паре работали? Да, в паре работали, соответствовал моему состоянию. Если бы ехали с колонной, мы бы, время хорошее показали, да. В принципе, что еще могу сказать? Ветер встречный был, к сожалению, но это нам и дало преимущество. Ветер? Да. Просто остальные не справились с этим Да, ветром, физическое состояние немножко слабее на данный момент просто. Но парни очень хорошо приехали, тоже в пелотоне друг за другом. Ну, в принципе, плотно шли. Да. Я смотрел. Чем занимаешься, кроме велосипеда, по части спорта? Бильярд. Бильярдный спорт, он официально, у нас даже чемпионат мира проводился. В смысле, не силовой, не циклический? Нет, там другая категория вообще. И, совсем другой отдел. А Григорий? Я плаванием занимаюсь, тренер по плаванию, занимаемся потихонечку, все равно поддерживаем форму.
также бегаем, но бегать уже меньше стали, но 3 раза в неделю форму поддерживаем обязательно, но в основном только плавание и тренерская работа по плаванию, и все. Ну, ждем на награждении. Ждем на награждении. У тебя призовы есть? Да. Есть призовы. Третье место. Третье место. В какой категории? МТБ. Ну, получается, от 18 до 39 лет, получается, категории. На 26 километров. Ход гонки нормальный? Да, все четко, Все четко. все нормально. Прикольно же, да, так? Да. Ну все, ждем на награждении. На финише был и руководитель Упрдора Николай Андреев. Его 7 коллег участвовали в гонке. Один из организаторов гонки, человек, под руководством которого, коллектив которого принял активное участие в подготовке, организации и, самое главное, участвовал в гонке. Николай Иванович, поздравляю в вашем лице с юбилейным годом. Вы, как один из организаторов гонки, приложили колоссальные усилия для того, чтобы праздник велоспорта состоялся. Вот ваши впечатления, вы, наверное, впервые смотрите, как состязаются велоспортсмены. Ваши впечатления от гонки какие? Ну, во-первых, сегодня день велосипедного спорта. Я поздравляю всех любителей этого вида спорта. И у нас, вот как гонки проходят на протяженных участках, это 100-километровая трасса, 135 километр это автодороги Вилюй, и до 35 километра финиш. И второй участок это любительский маршрут, 61-го с границы Горного и города Якутска до 35 километра. Ну, я как на сегодня, ну, скажем, как зритель присутствую, да, вот мы как организаторы, я благодарю тоже Федерацию велосипедного спорта, благодарю вот коллег с управления ГИБДД, что они обеспечивают безопасность. И я думаю, что вот было больше еще участников, да, если вы как бы не ограничили. Но я думаю, мы практику такую, совместное проведение таких мероприятий уже отработаем, и в следующем году будет еще больше участников. Массовое, да. Все ловим на слове, Николай Иванович. Спасибо огромное за вклад вашего коллектива в дело продвижения велосипедного спорта в республике. Да, у нас сегодня 7 наших сотрудников приняли участие. 2 уже финишировали, 5 наших сотрудников еще в дороге. И в следующем году мы можем предоставить участок автодороги Колыма от Нижней Бестяха до Чурапчи. Тоже как вариант. Отлично. Рассмотрим. Отлично. Отлично. Спасибо огромное. Я так понимаю, что семья ваша, она катает активно, да? Ну давайте начнем с этого, с физкультуры. Ну да, катаем достаточно активно. 3 тренировки в неделю это у нас по плану. Так по городу уже в последнее время не успеваю. Нету времени покататься из-за занятости. Но вечером выделяем время именно в тренировочном режиме. Совершаем 3 тренировки, там, километров по 20 каждая. Дети тоже все занимаются спортом. Младшие также с нами бывает катаются, лыжами занимаются. Ну, спортивная семья. Спортивная, да. Достаточно спортивная, да. Евгений Андреевич, комментарий, скажем так, по ходу проведения гонки. Вот как вам изнутри, скажем так, ощущения? Ну, велогонка, считаю, организована очень хорошо. Вот как раз 2 этапа, что сделали. 100 километров шоссейная на шоссейных велосипедах. И все-таки любителям маунтинбайков тоже удалось поучаствовать в гонках на шоссе, так скажем. 27 километров дистанция. Дистанция обманчива. Кажется немного, но на самом деле, когда идешь в напряженном режиме, достаточно такая сложная дистанция оказалась. Рельеф интересный, подъемы хорошие, встречный ветер тоже не давал расслабиться, как говорится. Вся гонка прошла в напряжении. Ну, считаю, мы прошли достаточно хорошо. Ну, я знаю, что многие, скажем так, не ВИПы, а руководители, они активно занимаются спортом. Но просто для меня было сюрпризом, что вы занимаетесь циклическим видом спорта, да? И, в принципе, ожидали вас на трассе 100 километров. Но в будущем, вот Николай Иванович предлагает участок ФАТ Колыма для организации подобных соревнований. Ему понравилось. Получили опыт и сотрудники Упрдора, и сотрудники ГАИ. Ну, для шоссе-то асфальт нужен, конечно же. ФАТ Колыма еще у нас далеко не вся асфальтированная. Нет, с Чурапчи до Нижнего Бестяха. Ну тоже хороший вариант. Ну, рельеф не очень такой серьезный, ну, повороты. Да, интересный вариант. Примем участие, я думаю, сейчас будем готовиться более целенаправленно. Так я в основном лыжами занимаюсь, лыжные гонки. Но в межсезонье велосипед. Чем еще? Зимой бегаем в зале, также с супругой. Я нарушу слово. Вам как ощущение? Вас как зовут? Наталья.
Наталья, как вам ощущения на трассе гонки? Я в первый раз, так тяжеловато было. Тяжеловато. Да, я не ожидала. Организовали там питание по дороге и так далее? Нет, нет, Без ничего, что ли? без ничего. В сухую? Мгм. Ну, тяжеловато, скажем так. Дыхание забивалось. Вот это поворот. Интересное интервью было. Самое интересное после финиша, да? Да. Ладно, ну удачи вашей семье в будущих стартах. Занимайтесь спортом, принимайте активное участие в Хорошее мероприятие мероприятии. надо продолжать, чтобы ежегодно была такая классическая гонка уже у нас традиционная стала. Испытано на себе. Шоссейная гонка тем временем приближалась к границам горного улуса. Сформировался пелотон, который поочередно вели спортсмены. Говорят, не затихал местами слишком суровый голос одного из ведущих спортсменов, лыжника Игоря Петрова, который подбадривался, включая себя. Случались и соскоки. Соскакивали цепи, поэтому продолжающих гонку не в составе пелотона было немало. Среди них первый вице-мэр Якутска Георгий Гаврилев. Он не случайный абсолютно человек, в велоспорте активно занимается, ранее налаживал велотуризм, работая руководителем турфирмы. Испытано на себе.
Последние километры гонки были самыми интересными. Я специально выезжал к границе, чтобы успеть посмотреть интригу гонки. Совсем рядом с финишем, в значительном отрыве от пелотона основных гонщиков, лидировал Петр, рассекающий ветер Чугунов, лыжник. Но на финише получилась совсем иная картинка. Буквально в паре километров от финиша пара Егор Васильев и Валерий Кривошапкин нагнала, работая посменно Петра, и Егор допустил кинжальный рывок буквально на последних метрах трассы. Давайте посмотрим этот момент. Итак, Егор Васильев первый, Петр Чугунов второй, третьим был 60-летний Валерий Кривошапкин, к слову, всю жизнь проработающий каменщиком. А вот личность четвертого финишера была интригой на финише, но не для участников. Послушаем самого Петра Тайшина. Петр, расскажи про впечатления о гонке и что случилось на трассе. Приветствую всех зрителей. Здравствуйте. Ну, гонка так выдалась. Сегодня я выезжал, по идее, как для массовки. Ну, как раньше всегда выигрывал. Теперь думаю, давай-ка хотя бы со всеми проедусь в компании. Для меня гонка сложилась так, что я на Магаравском подъеме, это уже 38-й километр гонки был, на большом подъеме для меня гонка закончилась, так как у меня на велосипеде есть неисправность, только повышенная передача впереди стоит, на пониженную не переключает. То есть поэтому я не мог выкрутить эту передачу мощную, и поэтому сильно отстал безнадежно. Как поднялся подъем, проезжая несколько километров, ну, мой партнер по команде, можно сказать, до этого сошел с дистанции, и я пересел на его велосипед, думаю, ну, раз пересел, попробуй догнать. Попробовал, нога не отвечает уже, как бы не могу крутить, выдать мощностью. Ну, думаю, все, докачусь или сойду, или что, не знаю. Ну, сходить не хотелось прямо. А потом такой момент проезжал трал большой. Я думаю, так, если за него зацепиться, это будет нечестно, как бы. Ну, такой думаю, дай-ка я хотя бы посмотрю борьбу у ребят. За ним встал, воздушный мешок, ну, это вне правил. Поэтому я такой уже понял, что я уже свои амбиции все закрываю, я только зрителем буду. Я за этим тралом догнал ребятам, к ребятам подъезжаю, как подъехал, говорю, ребята, все, я вне конкурса, я никому не мешаю, никому не помогаю, просто я хочу посмотреть, как вы едете. Все таки согласились, хорошо. Вот всю гонку так почти ехал с ними, но местами тоже там силы покидали меня, опять отставал, потом думаю, раз вне зачета, думаю, осмотреть хочется. Вот техничка есть, друг, за него цеплялся тоже, держался за машину. Два раза или 3 раза так я подъезжал к группе, чтобы посмотреть борьбу. Но в призы я никак уже не входил, никому не мешал, не помогал. Вот. Таким образом доехал до финиша, посмотрел гонку изнутри. Хорошо, отлично. Ага. Ну, всех поздравляю с велоднем. Спасибо организаторам, Якутия 24, в частности Дмитрия Аргунова. Всем мир. Спасибо. Было очень весело. Давно не было таких гонок. Я рад. Наконец-то что-то возобновилось. Нас было довольно много. Обычно бывает меньше. Было очень весело. Ну, борьба была довольно жесткой. Начинающие, конечно, вначале там отстали возле Магарас. Но потом Петя Чугунов вырвался вперед. Кто-то экономил силы, кто-то его пытался догнать. Ну и в конце он на последнем пригорке, на 46-м километре, ветеран пошел, я за ним, и мы его кое-как догнали. На финише была разборка, Петя чуть раньше пошел, хотя я ему говорил, не надо так делать, но я попытался за ним угнаться, но не смог, ноги закисились, встал, сразу же сел, но ветеран пошел, подвез меня, и в конце я все-таки нашел силы, и я обогнал, ушел от него. Подвез, это означает, что ты как бы за ним... Да, за ним сел, и ветер сразу прекратился, сразу легче стало работать, и так вот пошло. То есть тут работа в группе очень важна. То есть тот, кто впереди, тот принимает на себя весь удар, там 30-40% больше сил тратит. Поэтому тут очень важна тактика. Ты сидишь, ты чуть меньше работаешь, ты в подъем раздергиваешь людей, чтобы они закисились, чтобы у них силы кончились. Я довольно легкий по сравнению с некоторыми гонщиками, поэтому мне в горку намного легче. Так, Петр, разрезающий ветер Чугунов.
Петр, расскажи про гонку. Ты практически всю часть, всю трассу лидировал. Твои впечатления? Ну, впечатления нормальные. Никто не поддержал мое ускорение, увы. Работал практически больше половины один. Ага. И на последних 10 километрах на подъеме, на последнем догнали меня Егор и Валера, ветеран. И вот на финише, все решилось на финише. Но на финише я оказался немножко слабым Егора. И все-таки вторым приехал. И за нами Валера. Но ему 60 лет. И вот с нами наравне катается. Вообще респект ему. Скажи, а сколько ты готовился к этим гонкам? Ну, готовился, сложно сказать, готовился прям. Все лето катал, бегал, получил травму ахилл, и поэтому чисто на велике катался. Минимум 2-3 раза в неделю катаю, можно сказать. А скажи, вот тут тоже, я знаю, что многие тренируются, в основном ездят на велосипедах вот по этой Вилюйской трассе. Насколько подходящая для таких вот поездок? Это вообще идеальное место для катания, для шоссеров. Тут обочина есть широкая, почти метр. Очень удобно катать. Машины не мешают. Туда-сюда, с двух сторон такая широкая обочина. Очень, идеальная, можно сказать, трасса для катания. Даже в некоторых регионах России такого нет. Многие, смотря в Страве, по фоткам, по этим инстаграму, завидуют, можно сказать. Испытано на себе. Минспорт обеспечил гонку представителями спортмедицины, и не зря. Ветерану Егору Иванову на финише свело тело. Нагрузка была очень ощутимой, признавался Егор. Все обошлось. Вообще гонка, я думаю, что у нас получилась. Была динамичная такая, очень резвая гонка на 100 километров по прекрасной Вилюйской трассе. По трассе хочу сказать, что трасса довольно-таки хорошее качество, покрытие, асфальт хороший, специально для шоссейных велосипедов есть где поездить. А так, есть хорошие тягуны. Один, где Магарасы был лобовичок, такой подъем, там забрались нормально. Сначала ехали группой, потом потихоньку народ начал отваливаться, кто более подготовленный, начали уезжать. И на предпоследней горе я тут от группы лидирующий отвалился. Четвертым заехал. Я думаю, что это мой результат на сегодня, потому что больших тренировок не было. Я сейчас с фермером работаю, все лето сено косили, коров доили, поэтому велосипеда объема совсем нету. Шоссейного вообще нету, а так МТБ немножко крутил. Вот это результат. Я думаю, это мое место даже лучше, потому что ребята сегодня были подготовлены, очень хорошо ехали. Я думаю, что будет развиваться у нас еще шоссейный велосипед. Будут люди приходить, ребята. Георгий, поделитесь вашими впечатлениями от гонки. Впечатления отличные. Это моя первая гонка. Я вообще недавно начал заниматься велоспортом, но я думаю, буду теперь более системно заниматься. И я думаю, в городе Якутске прибавится в следующий раз желающих. А вообще, конечно, день выдался отличный. Погода благоволит. 100 километров пройдено. Что было самое сложное на трассе? Вообще, это первая моя гонка длительная, поэтому, наверное, чисто психологически было непонятно, но это как первый марафон. Друзья, у нас самый возрастной участник гонок – это Федор Егорович. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. По традиции поделитесь с нами впечатлениями от гонки. Гонка удалась. Праздник велоспорта. Вообще прекрасная, и погода такая, как по заказу. Дожди, а тут вообще, в общем, крутой праздник получился. Праздник здоровья, бодрости и спортивный азарт.
Вот это, да. Ну, я бы хотел сказать, что Федор Кривошапкин у нас очень известный участник практически всех соревнований. И сегодняшняя гонка на Кубок Республики, это самый возрастной участник, ему 66 лет. Спасибо, Федор, за участие в гонке. И сертификат участника это всем. И всем вечером, пожалуйста, на Комсомолку, всем финишерам отдельно еще будут. Во сколько подъехать? В 6 подъедьте. Можно без велика, но по форме. Да. Ага. На машине подъехать. Да, но у нас особый акцент был на гонку именно 100 километров. Вот те, которые выдержали эту дистанцию, ну, рассказывают все, что как бы очень интересная трасса с отличным рельефом, и Опурдор, в принципе, ну, сам впечатлился проведенной гонкой, и рассчитываем на очень хорошее сотрудничество именно с Опурдором. Он же ведь эксплуатирует не только ФАТ Вилюй, но еще и ФАТ Колыма, на котором проложен новейший абсолютно асфальт, да? Поэтому, я думаю, праздник продолжится. И еще скажу, да, дорога вообще отличная. Такое только можно мечтать. Велодорожка там почти до Магараса. И вообще эта трасса очень такая спортивная, вообще напряженная. Одни спуски, подъемы, там отдыхать никак не приходится. Только крутить и крутить. Все полностью выжиматься надо. Вот такая-то трасса очень такая насыщенная. Испытано на себе. Вечером того же дня на подведении итогов велодня участников гонки награждали. И случилась третья цифра 100. Усилиями Алмаз-Энергетбанка призовой фонд гонки на 100 километров составил 100 тысяч рублей. Памятные знаки получили все финишеры трассы в 100 километров. От имени оргкомитета по празднованию столетия образования ЯССР всем финишерам гонки на 100 километров шоссе вручаются памятные знаки столетия. Внимание, внимание! Победителю в категории «Шоссе ветераны» вручается сертификат от Республиканского Алмаз-Энергетбанка на сумму 25 тысяч рублей. Бурные, несмолкающие аплодисменты, дорогие друзья, победителям категории «Ветераны шоссе». В очень упорной борьбе, друзья, третье место Максим Портнягин. Время Максима Портнягина 2 часа 59 минут 55 секунд. Второе место занимает Чугунов Петр. 2 часа 58 минут 55 секунд. И первое место в этой категории мужчины шоссе занимает Егор Васильев. 2 часа 58 минут 48 секунд. Давайте поздравим победителей категории мужчины шоссе. Внимание, ребята! Специально учрежденный кубок к столетию республики. Шоссейная гонка 100 километров. Победитель Егор Васильев еще раз! Ну и как все догадались, друзья, да, вы понимаете, что это еще не все. А главное, не уходим, и мы общими усилиями, я как тоже представитель банковской группы, очень рад, что моя коллега вручает победителю шоссейной велогонки на 100 километров категории мужчины, абсолютному победителю Егору Васильеву денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Ну
что, друзья, бурные аплодисменты. От своего имени, от имени телеканала Якутия-24, от прародителя гонки, да, специальную именную медаль победителю Кубка Республики Егору Васильеву, сделанную нашими партнерами из Мамонтовой кости. Поздравляем чемпионов, призеров и всех участников, организаторов. Вот Вилюй Упрдор, которые непосредственно организовали велопробег по федеральной дороге, да, Вилюй. Вот, и хочу что сказать. Думаю, что со следующего года мы совместно с Федерацией уже проработаем. Надеюсь, что будет уже больше стартов, больше массовых мероприятий будет, и которые будет непосредственно задача будет именно в том, что не только спорт, да, а именно и здоровый образ жизни, но и это безопасность, потому что у нас в городе очень много уже стало велосипедистов и детей, и девушек, и юношей, и взрослых мужчин, и женщин, которые будут передвигаться по нашему городу и в других районах то же самое. Поэтому будьте здоровы еще раз. Поэтому только начинается велосипедный спорт в нашей республике. Надеюсь, что больше будет, я как сказал, больше мероприятий. И в тот раз мы еще с Дмитрием прикинули так, что данный вид спорта, велосипедный спорт, может быть и может попасть спортсменов народов Якутии. Почему нет? Потому что очень много народов занимается этим видом спорта. Испытано на себе.